Селям алейкум, добрый вечер. В эфире ток-шоу «Крымский консенсус». Тема нашего эфира сегодня – новое поколение крымских татар. Взгляд в будущее. Уважаемые телезрители, мы, как обычно, в прямом эфире, поэтому предлагаем вам принять участие в нашем онлайн-голосовании. Достаточно ли активна крымско-татарская молодежь в политической жизни Крыма? Пожалуйста, голосуйте, да либо нет. У вас также есть возможность задать вопросы нашим экспертам. Телефон нашей студии вы можете найти на своих экранах. В гостях у нас сегодня Шериф Усманов, заместитель главы администрации города Саки, член общественной организации «Инкишаф». Сабина Адылова, руководитель аппарата Симферопольского местного отделения «Молодая гвардия Единой России» Симферополь. Ильдар Меметов, сопредседатель Ассоциации крымско-татарских предпринимателей, член попечительского совета новой формации. Альберт Куршутов, депутат, руководитель фракции «Единая Россия» Ялтинского городского совета, президент футбольного клуба «Кызылташ». Ирвин Мусаев, кандидат экономических наук, заместитель начальника управления внутренней политики Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. И одного из наших гостей еще ждем в эфире. Как обычно, в соответствии с нашей традицией, начинаем нашу дискуссию с нашего сюжета. Исторические события 2014 года стали рубежным этапом для развития Крыма. Определились совершенно новые условия, возможности и перспективы развития как нашего региона, так и крымских татар. В этой связи возникла необходимость в новом поколении представителей нашего народа, то есть тех людей, которые бы четко осознавали текущую ситуацию, не боялись ответственности и вместе со старшим поколением занимались реализацией реальных проектов, нужных и полезных для нашего народа. За годы после возвращения накопилось огромное множество проблем, начиная с инфраструктуры поселков компактного проживания, продолжая земельным вопросом, состоянием крымско-татарского языка и необходимости выстроить конструктивный диалог с властью. На сегодняшний день крымские татары активно участвуют в государственном строительстве, вливаются в работу общественных организаций, в том числе и федеральных. Общероссийский народный фронт тому прямое доказательство. Активную позицию демонстрируют Ассоциация крымско-татарских предпринимателей и Комитет крымско-татарской молодежи. Крымские татары воплощают свои идеи в том числе через межрегиональные общественные организации, например, Организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация». Особого внимания заслуживает необходимость гармонизации межнациональных отношений и организация благоприятных условий для реализации потенциала молодежи различных национальностей. Для воплощения данной цели 28-29 октября в городе Саки прошел первый региональный молодежный межнациональный форум, вместе который приковал внимание и общественности, и СМИ. Совершенно очевидно, что впереди очень много работы, предстоит решить сложнейшие задачи в совершенно разных отраслях жизни Крыма. Но спустя более 2,5 лет понятно одно – крымские татары – неотъемлемая часть Республики Крым и России в целом. Ну что, Шериф Бей, совершенно очевидно, насколько важно сегодня вовлекаться в государственную жизнь, насколько важно занимать активную государственную, общественную позицию. Но летом этого года, значит, наши политические иммигранты, да, выступили с инициативой так называемого кодекса поведения крымских татар здесь, в Крыму. Значит, в этом документе, с позволения сказать, они настаивают на том, что крымские татары не должны участвовать в работе государственных органов, они не должны занимать активную гражданскую позицию, активную общественную позицию, они не должны участвовать даже в государственных праздниках, да, которые организовываются с помощью государства. Но, тем не менее, это им не мешает организовывать различные пьянки, да, как это мы имели свидетельство вот буквально несколько дней назад, взорвал интернет известный ролик. Да, значит, кто знает, тот поймет, как говорится. Скажите, пожалуйста, насколько важно нам не поддаваться вот этим призывам и все-таки занимать активную гражданскую позицию? Ассаляму алейкум. Сейчас хороший вопрос. И сегодняшняя тема достаточно интересная. И приехав сюда, я понял, что, встретившись с этой молодежью, которая сегодня здесь в эфире, я в очередной раз для себя убедился, что будущее у крымских татар есть, будущее у Крыма есть. Хочу сказать, что пора заканчивать с этим, когда мы начинаем вешать какие-то ярлыки друг на друга, да, делаем кого-то героями, кого-то врагами народа. Наш народ конструктивный народ, наш народ живет у себя на родине, и мы привыкли созидать, мы привыкли делать собственными руками, своей головой, совместно
совместно с другими народами созидать на благо республики, на благо Крыма. То, что как бы отрицательно отношусь к тому видео, которое недавно разместили в одной из социальных сетей, где представители, скажем так, представительного органа крымских татар, к числу которых себя причисляют эти люди, демонстративно показывают, как употребляют алкоголь на одном из мероприятий. Считаю, что это недопустимо вообще крымским татарам, недопустимо тем более людям, которые занимаются или позиционируют себя как публичные люди, поскольку употребление алкоголя не свойственно крымским татарам, не свойственно здравомыслящему, нормальному человеку. Поэтому, прежде чем обвинять кого-то в чем-то, нужно посмотреть на себя, на свое поведение, на то, что ты делаешь для Крыма, для своего народа. И не видя в своем глазу бревна, а показывая на человека, что у него какая-то щепочка в глазу, это неправильно. Крымские татары народ не изолированный, да, народ, который всегда жил с Крымом, который жил Крымом и который приехал в Крым для того, чтобы жить, созидать у себя на родине. Мы не привыкли к самоизоляции, и благодаря нашим усилиям наших предков, усилиям наших родителей мы вернулись на свою родину спустя полвека. И сегодня демонстративно показываем миру, демонстративно показываем России, что народ созидатель, народ, который хочет и каких-то перемен. И хочу сказать, что в начале 2000-х годов приезжала сюда комиссия в Крым, и когда они проехали по нашим поселкам, местам компактного проживания, и увидели эти дома, да, как живут крымские татары, и удивились, и сказав, что как это кричим о том, что как бы ущемляются права, тем не менее такие дома и все остальное. На что им ответили, что это все благодаря самому народу. То есть сам народ, приехав сюда, взял себе, не давали, да, взял себе земельные участки, построил дома, вложил в собственную инфраструктуру, предоставил себе рабочие места, самозанялся. И когда сопоставляли, делали такую аналитику, значит, за всю историю независимости Украины, государство в обустройство крымских татар выделило миллиард рублей по состоянию на начало 2000-х. Сделали анализ, крымские татары в обустройство самих себя вложили 30 миллиардов, в соотношение 30 к 1. То есть народ не ждал какой-то помощи, поддержки от государства, сам пошел на это. И перевели аналогию, когда в Албании один из народов, который тоже подвергся репрессиям, приехав на свою территорию, на свою родину, как бы занял большое пространство, поле, там территорию и ждал 20 лет реабилитации от государства. В итоге, как прошло 20 лет, так и живут в палатках, там в каких-то сараях, то есть ждали, пока государство реабилитирует. Народ наш приехал, ничего не ждал, сам все своими усилиями, своим старанием приобрел. И сегодня мы это показали в ссылке, да, когда мы были в Средней Азии, что мы можем жить где угодно и где угодно и с различными народами в конструктивном ключе, да, то есть мы народ-созидатель, поэтому ни в коем случае никакой самоизоляции не должно быть, и мы видим, что как только крымские татары начинают изолироваться, начинают не принимать активное участие в жизни общества, в жизни социума, мы получаем какие-то потом проблемы, и сами потом о них сожалеем и начинаем о них везде кричать, да, то есть мы что должны сделать? Сегодня быть активными гражданами того общества, в котором мы находимся, да, и занимать такую активную гражданскую позицию, потому что вы посмотрите, сколько у нас молодежи, сколько у нас людей в различных сферах жизнедеятельности, да, и бизнесмены, и ваша сегодняшняя передача это показывает, и бизнесмены, и предприниматели, и чиновники, и общественники, то есть в каждом направлении есть представители молодежи, которые готовы и хотят что-то делать в Крыму в позитивном ключе. Поэтому я всегда и призывал, и призываю, и президент нашей организации крымских татар Инкишаф Искандер Белялов всегда именно делает акцент на молодежь и призывает молодежь работать в конструктивном ключе вместе с представителями разных народов. И не так давно, год назад, мы зарегистрировали совместно на платформе двух общественных организаций Инкишаф и Российский союз молодежи организацию в сфере гражданских инициатив вместе. Хорошо, чуть попозже поговорим об этом тоже. Альберт Бей, что это, если не лицемерие? Вот давайте вспомним с 2014 года, да, с чего все начиналось. Что нам говорили? Что в Крыму будет война, что здесь будет месиво, что они вернутся вот через месяц, через два, кого накажут, кого-то выгонят.
Потом, помним, была перепись населения. Да, это просто вот такой яркий пример, когда посоветовали, да, в кавычках, крымским татарам не участвовать в переписи населения, якобы потому, что это делается для того, чтобы крымских татар депортировать. Дальше мы помним, по всему миру путешествовали, говорили, рассказывали всякие ужасы, что здесь крымских татар чуть ли не каждого по голове лопатой бьют. Да? Ну вот теперь новый такой призыв, то есть саботировать все, что в Крыму происходит, в том числе государственную жизнь, в том числе общественную жизнь. Так что нам делать? Значит, молодежи нужно уехать на территорию Украины и эмигрировать, да, по их примеру, а оставшимся в крымских лесах шишки собирать? Что нам делать? Да? Да. Такой извечный вопрос. Но на самом деле я вот и первый вопрос, как бы ответ шерифа очень внимательно выслушал. И, собственно говоря, все сводится к тому, да, что нам кто-то говорил, кто-то создал кодекс чести, кто эти люди. Кто может за меня решить, как мне жить? Кто может осудить мои действия, да, или которые я делаю, да? Кто может осудить мою жизнь? Да, ведь есть, не зря есть такая мудрость, которая говорится, для того, чтобы осуждать меня, да, одень мою обувь и пройди мой путь. Да, и мы все время сейчас сводим все к тому, что кто-то сказал, кто-то нам говорит, не делайте это, кто-то нам говорит, не делайте то, делайте так, не участвуйте в жизни общества там, или государственной власти, или еще где-то. Но что нужно сделать, это надо перестать слушать этого некто, который говорит об этом. Нужно начать слушать себя, слушать свое сердце, опираться на свой разум, который тебе должен подсказывать те или иные вещи. Да? И если человек разумный, объективный и здравомыслящий, да, он может очень четко, в принципе, анализировать ситуацию. Да? Он может понимать, в каком русле движется общество, в каком русле движется государство, да? Какие есть приоритетные направления, какие из этих приоритетных направлений отдаются в том числе и крымским татарам. Да? И когда человек начинает задавать вот эти все себе вопросы, да, и он начинает понимать, что на самом деле нет ничего. Есть некий голос извне, откуда-то издалека, которого даже не видно, да, который начинает что-то диктовать. На самом деле я считаю, что, вот шериф правильно говорил, да, что крымские татары это достаточно гордый народ, очень самостоятельный, да, который неоднократно в самых сложных ситуациях оставался народом и смог сохранить себя как народ. Да, мы прошли через огромное количество сложных жизненных ситуаций, да, и при этом мы смогли вернуться к себе домой, мы смогли заявить о себе, мы смогли сделать так, что о нас узнали, мы познакомили всех людей, которые живут с нами на одном полуострове, с нашими традициями, с нашей культурой, мы смогли стать одной семьей со всеми. Почему сегодня, когда кто-то принял решение, что ему здесь некомфортно, да, выехал за пределы своей родины и диктует нам, что нам делать? Ну, на самом деле, я всегда абстрагировался от этой ситуации, да, и я, в принципе, считаю, что у меня есть свое мнение, да, и оно важнее гораздо, чем мнение каких-то людей, которые для меня являются даже не авторитетными. Да, я могу в любом случае прислушаться к человеку, к любому, если я буду уважать этого человека, считать его авторитетом или считать авторитетным его мнение. Но, к сожалению, те люди, о которых вы говорите, и которые сегодня пытаются нам диктовать правила игры, да, то ну, я не согласен играть в эти правила игры. Я думаю, что присутствующие в этой студии люди тоже. Потому что я с каждым из них в отдельности обсуждал огромное количество интересных, очень острых тем. Да? И сегодня, будучи здесь и находясь в Крыму, занимаясь определенной политической и общественной жизнью, я вам хочу сказать, что мы нормально работаем, мы нормально движемся, у нас очень хорошие перспективы, и на самом деле все у нас будет хорошо, не надо нам никого слушать, нам нужно просто взять и начать что-то делать, да? Начать с самого себя. И шериф был в этом плане абсолютно прав, да? Что мы должны просто сегодня выйти, да, и начать что-то делать для самих себя, для своего народа, для своей родины. И не слушать никого. Отлично. Ну, как-то вот так. Да, Ильдар Бей, для нас, как для крымских татар, очень важна преемственность. Мы очень ценим наши семьи, наши традиции. И вы, как сын двух наших выдающихся крымских татар, Искендера Меметова и символа нашего искусства Заремы Ханум, как вы оцениваете необходимость чувствовать вот эту преемственность между поколениями? Ну, во-первых, приветствую всех. Спасибо, что сегодня пригласили. В общем, я не политик, я просто предприниматель. Вот. И я активно участвую в жизни Крыма.
участвую в различными методами. Это и благотворительная помощь, это и участие в попечительских советах. В общем, насколько возможно, я участвую активно, наряду с теми ребятами, кого я знаю, с нашего народа. Но это все, понятное дело, что оно в крови. Потому что в свое время мой отец, покойный Эскендер Меметов, это я лично свидетель, что, ну, то есть к нему люди стояли, так скажем, с любыми просьбами. Он в меру своих возможностей всегда оказывал им помощь, он всегда был открыт для народа. И одно тоже, даже то, что в свое время он полностью все свои усилия жизненные посвятил тому, что создал первый крымско-татарский театр эстрады. Вот. И он прославил тогда на весь Крым. И я считаю, и на Россию, и на Украину крымско-татарское искусство эстрадное. То есть это была современная техника, это были то есть, абсолютно совершенно новая студия, которой не было тогда даже в Украине. Ну, то есть для меня он икона, для меня он символ, и я знаю, что ему никогда не была безразлична судьба нашего народа. И вот, кстати, к слову, да, то есть вот сейчас Альберт с Шерифом озвучили, я с ними полностью согласен. Почему? Потому что, вот, кстати, мой отец тогда подпал под такие санкции, когда он выдвинулся от Ялты, значит, депутатом в наш парламент. И тогда была единственная резолюция за всю историю Меджлиса, когда его признали врагом народа и как бы открестились от себя же, от своего же татарина. Хотя, честно скажу, да, то есть у наших в кавычках, больших кавычках, да, там, тех людей, которые пытались представлять себя от имени крымско-татарского народа в то время, да, они его понесли, они не знали, куда деваться, не хотели этого делать, когда он умер, да, то есть когда случилась эта трагедия. Но и даже они признали. Хотя я считаю, что как бы в свое время они, если бы думали о нашем народе, они могли бы его поддержать, они его могли бы сохранить. Вот, то есть, что они, я вам хочу сказать, и даже по прошествии определенного времени они делали все, насколько это возможно было, чтобы остатки того бизнеса, который он вел, да, то есть то, чего он добился, к чему он стремился, что он, и тот же самый театр эстрады, он был просто разворован. То есть элементарно несли все в разные стороны. И я так понимаю, что это было под чутким руководством. То есть вот вам выводы о том, что думали о нас или нет. Мустафы Джемилева. Ну, понятное дело, да, наших. Даже, то есть... Хорошо, Ирвин Бей, ваш отец, к сожалению, покойный, да, уже Казим Фаикович, тоже внес огромный вклад в развитие нашего образования, нашей науки. Как вы оцениваете необходимость вот этой преемственности между поколениями крымских татар? Я вот поддержу Эльдара. Действительно, мой отец всегда меня как бы наставлял на путь образования, на самореализацию, на обучение, что только таким путем наш народ сможет доказать свою возможность, что он имеет право существовать, имеет право развиваться, достигать новые цели, да, и занимать полноценную жизненную позицию. Мой отец в свое время защитил кандидатскую в Москве вот, в 80-х годах, что было очень трудно для него, но он доказал, что он достаточно компетентен, чтобы иметь степень ученого. Вот. Он всегда нас направлял на этот путь. Моя сестра является доктором исторических наук, вторая сестра кандидат экономических наук, и я тоже кандидат экономических наук. И все это благодаря напутствиям своего отца, который всегда говорил, что обучение, только обучение и обучение. Все. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, хочу вам напомнить, что у вас есть возможность задавать вопросы нашим экспертам. Телефон нашей студии +7 978 095 41 45. Шериф Бей, вы активно работаете с молодежью. Скажите, пожалуйста, как молодежь в целом реагирует вот на такого рода запреты, когда говорят, вот вам нельзя, вы, хотя человек талантливый, да, способный, но нельзя, вот нельзя, потому что кому-то вот так хочется не участвовать в государственной жизни, не участвовать в общественной жизни. Как молодежь реагирует вот на подобного рода запреты?
Активная молодежь, которая занимает активную гражданскую позицию, она не обращает на это внимания вообще. Да? То есть у нее есть цель, у нее есть желание что-то делать, есть какая-то команда, и они это делают. Поэтому не обращают на это внимания. Я, если честно, как бы вообще не обращаю внимания на те призывы, которые там, или обвинения, или ярлыки, которые кто-то там себе позволяет. Ну, это как бы вообще не в ту сторону, в которую нужно работать. Да? Молодежь сегодня очень созидательна, креативна, спортивна. Очень мне нравится, что в России действительно в моде, в тренде здоровый образ жизни, популяризируется спорт. И мы будем, я думаю, говорить о спорте тоже в том числе. Я считаю, что один из путей, который необходимо нашей молодежи сегодня взять, это вот здоровый образ жизни, поведение. Вот он кодекс, да, то есть когда мы ведем правильный образ жизни, когда мы уделяем внимание образованию. Я вообще считаю, что развитие личности состоит как бы и нужно, необходимо не только крымским татарам, и всем народам, вообще каждой личности. Это три ключа. Это первое, это духовность, это Всевышний, это та норма, которая заложена в наших источниках, в Коране и Сунне пророка. Это здоровье, то есть спорт, здоровый образ жизни, и это интеллект, это образование. То есть если на это ударить акцент, то вырастет хорошая личность, вырастет хорошее общество, создастся хороший генофонд, и будет прекрасная перспектива и будущее у нашего народа, у крымчан в целом. Поэтому молодежи некогда отвлекаться на какие-то там призывы, лозунги. Всех вовлекли в политику. От домохозяек до таксистов сегодня все в политике, в геополитике. Сегодня все обсуждают все последние новости от выборов Дональда Трампа до там что-то происходит на Украине или там в Беларуси или еще где-то. Поэтому нужно от этого отойти. Каждый должен заниматься своей работой, своим делом, и тогда мы будем приносить все вместе пользу Крыму и своему народу. И всем крымчанам, которые проживают у нас здесь. Поверьте мне, места всем хватит. Вообще, я хотел вот тоже, ехал, думал, да. Шильбей, давайте мы вас выслушаем чуть-чуть попозже. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Алло. Говорите, пожалуйста. Отключаете. Говорите. Салям алейкум. Алейкум селям. Меня слышно? Слышно, слышно. Говорите, пожалуйста. Бавар, машалла, что вы есть у нашего крымского народа, татарского, всегда были, есть и будут активные, умные, разумные, трудолюбивые и так далее. Но у меня одна просьба к поколению, к молодежи. Я вот вырастил 3 детей, Аллах шкур. 2 из них, молодых ребят, мужиков, без трудовых, почти что без трудовых книжек. Минимум по 3, по 2 года стажей. Занимаются шабашками, как это сегодня стало модно, чтобы только заработать и прокормить семью. Или нашему брату трудно устроиться, или же мы в такое время попали, бринджиден, извините, конечно, как они завтра будут себе зарабатывать пенсию. Это раз. За ними семьи. У старшего моего 4 детей. Он карабкается, из кожи лезет. Работал в ЖКУ. Ради жил в площади. Но получил за 7 тысяч. Он прокормить семью с 4 детьми не мог. Вынужден был уйти. Отработал 7 лет. Карабкался, терпел, чтобы только добиться, как говорится, я имею в виду, ради квартиры. Живет в общежитии. То есть вот эти вещи, машалла, ребята, и шерифу Османову, хотя мы с ним чуть ли однофамильцы, я и шериф Османов. Просто приятно, что есть, но давайте обсуждать. Не забудем мы за этих, которые нас 23 года за нос водили и теперь там умничают. Давайте, ребята, мы свои проблемы будем решать. От нас многое зависит. Саголмус, Бавар, не хочу ваше время отнимать. Саголмус. Да, Саголмус, сызде, пожалуйста, Шильбей. Сауланс, за вопрос и комментарий очень действительно правильно говорите. Вот я хотел что сказать, да. Конечно, у народа есть проблемы, да, как и у всех народов, как и в любом государстве, есть определенные проблемы, есть определенные задачи, которые нужно решать. Не все так хорошо, как хотелось бы, есть моменты, где надо работать. Но наша задача сегодня не кричать и ругать всех, а задача сфокусироваться на проблемах. Есть проблема трудоустройства молодежи, да, или старшего поколения, значит, фокус даем на эту проблему и решаем все вместе. Есть проблема у человека, личная проблема, значит, собрались, отстояли, решили. Есть проблема языка, есть проблема культуры, да, то есть глобальная
глобальные проблемы народа в целом. Они еще не решены, к сожалению, да, но они на пути. То есть есть желание определенных людей решить эти проблемы, есть желание народа их решить. Поэтому сегодня действительно нужно фокусироваться на тех проблемах, которые есть и которые нужно решать. И не просто кричать там, все плохо, или там тот плохой, этот плохой. Нет, вы правильно задали вопрос. Действительно есть проблема, да, с трудоустройством, с занятостью. Разные причины есть. Где-то есть тунеядство и лень людей наших, да, где-то наоборот есть человек грамотный, трудолюбивый, но его не берут по каким-то там другим причинам. И вот нужно разбираться, действительно делать анализ и решать, помогать вместе, совместно. Общественники, общественные организации очень много. Сегодня Инкишаф активно работает на этой площадке. И другие общественные организации, вот предпринимательские структуры, там много, Альберт вот как общественник, много людей занимается вот проблемами крымско-татарского народа. Ну, пусть мелко, пусть где-то штучно, ситуационно, но они, ну, как бы решаются. Поэтому не надо отчаиваться, я хотел сказать нашему соотечественнику. Надо просто, я не знаю, с какого вы города. Да, вот тут важно было. Да, рекомендую, если там в каждом практически городе, в муниципалитете работают наши соотечественники. Я думаю, если подойдут ваши сыновья к кому-либо из тех соотечественников, в котором городе вы находитесь, я думаю, помогут решить эту проблему. Давайте поинтересуемся у исполнительной власти. Да, Эрвин Бей, что делает государство для того, чтобы стимулировать интерес молодежи к отличной учебе, к развитию, к росту личностному, в том числе и профессиональному? Пожалуйста. Ну, смотрите, на уровне республики принят закон ЗРК о государственной гражданской службе, который позволяет студентам, которые с отличием закончили университет, в течение 3 лет претендовать на государственные гражданские должности с определенными, так сказать, снижением квалифицированных требований. Да? То есть есть требования, которые федеральное законодательство выступает, который выставляется для государственных гражданских служащих, но республиканским законом студентам, которые с отличием закончили университет, позволяет претендовать на государственные гражданские должности без квалифицированных требований. Это открывает для молодых специалистов двери в государственные органы власти. Также на своем примере хотел бы сказать, что я вот трижды получал стипендию Государственного совета, дважды стипендию Совета министров. И только путем образования, да, написанием статей, участия в различных конференциях, да, я занимал и получал эти стипендии. То есть только развитие, обучение и продвижение вперед. Вот и все. Тут было непросто. Также я в Минэкономике, когда устраивался, в 2010 году, обучаясь на 5-м курсе магистратуры, я проходил практику в Министерстве экономического развития Республики Крым. Да, и показав, что я достойный, я хочу работать, был принят потом после окончания университета, принят в это министерство на работу. Вот и все. Тут секрет поступательного развития, да, я думаю. Здесь вот, есть, можно, если я добавлю. У нас небольшая реклама, и сразу с вас начнем, хорошо? Мы скоро вернемся. Как раз. Альберт Бей, пожалуйста. Значит, вот касательно трудоустройства молодежи, да, вот я дело в том, что являюсь руководителем достаточно крупного предприятия, и это же извечная проблема, да, когда работодатель не может найти сотрудника, сотрудник не может найти работодателя. Да? Мы находимся где-то в параллельных каких-то там измерениях, да, и не пересекаемся ни в какой момент. Потому что когда иногда встречаешь людей, знакомишься и говорят, мы не можем работу найти. Я говорю, как вы не можете работу найти? Мы уже полгода не можем найти такого специалиста, как вы. Вы давали куда-то объявление о работе, куда-то обращались? Да, везде. А вы, говорит, размещали вакансию? Да, мы тоже везде, но находимся в какой-то параллельной реальности. Это вот касательно того, что я когда-то, одна из идей была, у меня очень специфический по направлению деятельности, это дельфинарий. Я приглашал со всего Крыма, хотел тренерами дельфинов сделать вот именно крымско-татарскую молодежь. Вот собирал со всего Крыма, собирал. И, в общем, за 11 лет моей деятельности одного единственного крымского татарина воспитал тренером дельфинов. Да? То есть, как бы это ни было смешно, но на самом деле работодатель и человек, который ищет работу, находятся абсолютно в разных плоскостях, да, и зачастую не могут друг друга найти. Вот. Что касается сегодняшних возможностей, да, то есть я вот здесь полностью согласен, да, то есть это мы видим на уровне, я думаю, что вот городских администраций, да, муниципалитетов и так далее. Сегодня есть огромное количество свободных вакансий, есть просто
колоссальный голод кадровый, да, и что касается, допустим, Крыма, я неоднократно слышал высказывания даже касательно голодомора прям определенного кадрового, есть огромное количество вакансий. Вот, на самом деле нужно приходить, заявлять о себе, предоставлять свои резюме, не стесняться, выходить, доказывать, что ты имеешь право и занимать определенные должности. Тем более, что я знаю огромное количество очень талантливых ребят, которые на сегодняшний день не везде еще не заняли те позиции, которые они могут занять. Но могу сказать и обратное, что сегодня наступило то время, я раньше никогда этого не видел, и, возможно, этого и не было, что на многих очень важных руководящих постах сегодня появились ребята, крымские татары, за которых действительно вот есть ощущение гордости. Вот я не хочу сейчас перечитать весь этот список, но вот, например, один из них это, допустим, Шериф, да, с которым я познакомился совсем недавно, но я отслеживаю его там новостную ленту Фейсбука, смотрю вот то, что он делает в городе, да, огромное количество там мероприятий, событий и так далее. Браво, молодец, отлично. На самом деле, вот таких вот ребят вот на определенные должности, я думаю, что Крым начнет процветать, потому что именно крымчанин знает то, что нужно этому полуострову. Да, у нас есть телефонный звоночек, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, салям алейкум. Алейкум селям, говорите. Салям алейкум, Аллах. Алейкум селям. Мне очень приятно вас слышать в данный момент. И хотел бы вам порекомендовать следующую позицию. Ну, Вы знаете, вы немножко отойдите подальше от вашего телевизора, тогда вы будете нас лучше слышать, хорошо. и мы вас будем слушать лучше, да. Хорошо, я отошел, спасибо. Я отошел, хорошо. Говорите, пожалуйста, задавайте, пожалуйста. Я вам, уважаемая молодежь, порекомендовал два направления. В каком плане развиваться надо, это однозначно. Во-вторых, есть моменты процедуры жизненные, и в любом вопросе в жизненном есть теория и практика. Сегодняшним нашим работникам, те, которые находятся в органах государственной власти, работает молодежь особенно, я бы хотел подсказать свой жизненный опыт, чтобы во время приема, обращения граждан, чтобы были бдительно, внимательно, мудрее ситуации. Просто поступает общественное обращение, будем так говорить, Симферопольский городской совет, а не тактичном обращении наших молодежных специалистов по приему граждан и так далее. Просто моя рекомендация: знаете, не забывайте народ, проблемы и так далее. Пожалуйста, чтобы наша молодежь сегодня, работающая государственные чиновники, оказывали содействие тем людям, которые обращаются, выделяли большое такое человеческое внимание, поясняли, чтобы сегодня была у нас мудрость впереди, чтобы правильно понимали жизнь, ситуацию. А так, в основном, ваше общение сейчас лично я приветствую. Принять практику и теорию, и проводить правильную работу с населением и так далее. Это, наверное, к вопросу компетенции, да, вот этих чиновников, молодых особенно, Здесь которые общаются мне показалось, что это как раз к вопросу воспитания. Да, это о том, что вот молодежь, которая, я так понимаю, где-то на каких-то позициях занимает определенные должности, при обращении граждан ведет себя не совсем корректно, и были какие-то обращения, я так понял, да? Вот, это как раз касается вопроса воспитания. Здесь вот нужно понимать, что кроме образования и знания вопроса, той или иной темы и сферы, в которой ты работаешь, еще нужно иметь обычное человеческое воспитание, что, в принципе, всегда, я хочу сказать, что крымские татары, наверное, в этом плане всегда были, где-то вот была такая вот крымско-татарская изюминка воспитания как такового, да, то есть всегда чтились традиции, уважение к старшим и так далее, но огромное количество этих очень важных постулатов, которые наш народ смог сохранить, да, и сегодня эти именно постулаты этого воспитания должны все-таки сегодня присутствовать в каждом молодом чиновнике, в каждом молодом управленце, менеджере, который в свою очередь общается с людьми, которые приходят за теми или иными вопросами и обращаются в органы власти. Да, и нужно понимать, что эти люди не от хорошей жизни приходят, они приходят за помощью, за сопричастностью, да, и надеяться на то, что наши чиновники помогут. И хотелось бы, конечно, более
теплого человеческого все-таки отношения от наших чиновников, тем более молодых. Сабина Ханум, значит, Молодая гвардия «Единой России» — это одна из самых деятельных, наверное, молодежных организаций, да, которая заявила себя за эти годы. Расскажите, пожалуйста, конкретно, чем вы занимаетесь, чем занимается ваше отделение, вы лично, какие задачи перед собой ставите и что уже смогли достичь? Добрый вечер. «Молодая гвардия» является всероссийской общественной организацией. В наши цели и задачи входит очень большой список, но в основном направлен на воспитание в молодежи чувства патриотизма. Ярким примером может стать проект «Герои нашего времени», когда молодые люди встречаются с ветеранами, даже не только с ветеранами, с людьми, которые совершили какой-то героический поступок в Республике Крым, либо за его пределами. Я считаю, что это огромный вклад в развитие молодежи, потому что молодежь не понаслышке знает, слушает, узнает об этих историях. Не то, что нам пытаются донести с информационных источников каких-то, а именно из первоисточника. Ну, во-вторых, создаются условия для межнациональных и межконфессиональных отношений между молодежью, также содействие формированию молодежной культуры, спорта, здорового образа жизни. Являюсь руководителем Симферопольского местного отделения. Наше отделение по рейтингу Крыма является первым, так как у нас большое количество мероприятий именно в различных сферах. Герои нашего времени. Также в Крыму прошел первый всероссийский форум «Российская студенческая неделя». Да, мы продолжим с вами беседу. У нас есть телефонный звоночек. Давайте выслушаем нашего телезрителя. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. Значит, у меня такой вопрос. Я представлюсь, меня зовут Арсен, я с Жанкойского района звоню. Я гражданин Узбекистана на данный момент являюсь. Я переехал с семьей в 2014 году на постоянное место жительства. На данный момент у нас с семьей, как говорится, РВП нам выдали, ФМС. В данный момент я должен получить вид на жительство, но чтобы получить вид на жительство, я должен предоставить ФМС, как говорится, документ, подтверждающий то, что я работаю официально. Но официально с нашими документами нигде не берут. И, как говорится, я должен предоставить НДФЛ, то есть то, что я официально работаю. Но с нашими документами, так как не берут, мне приходится шабашить. Раз я шабашу, я должен в банк положить 250 тысяч рублей. И подскажите мне, где я должен взять 250 тысяч рублей, когда у меня на иждивении 2 детей. И плюс я, как говорится, то, что я без жилья, как говорится, я это уже не считаю. Просто как прокормиться хотя бы. Вот это мне подскажите. И прошу вас, если можно, на высшем уровне вот это, как говорится, вопрос поднять. Да, Шериф Бей. Я думаю, вам нужно обратиться для начала в отдел межнациональных отношений при Джанкойской администрации с вашей проблемой. Они на своем уровне, я думаю, подскажут, проконсультируют вам, что нужно сделать. Если вдруг у вас не получится это, либо будут какие-то другие причины, вы можете обратиться в общественную организацию Инкишаф, допустим, как одну из организаций, которая, в принципе, может посодействовать в решении вашего вопроса. Но нужны контакты, нужно четко понимать, имя, фамилия, телефон. Если студия предоставит после этого, мы с вами свяжемся, я могу оставить свой личный телефон или могу переадресовать на Эскендера Белялова, который всегда отзывчивый и решает проблемы людей. Поэтому... Да, уважаемый телезритель, вы, пожалуйста, оставьте контакты нашему редактору, и мы обязательно Шериф Бею передадим. Сабина, пожалуйста. Да, возвращаясь к вопросу о трудоустройстве молодежи. В рамках этого форума была часть, где студенты могли пообщаться с работодателями. Также студенты, которые проходят практику и хорошо себя проявляют, активно, заинтересованы, они в дальнейшем могут остаться на этой работе. Программа называется «Банк студенческих стажировок», то есть молодые люди в дальнейшем могут остаться на работу в том заведении, где проходили практику. Это очень важно, потому что не вся молодежь распределена на практику в те места, где они в дальнейшем хотят работать.
Спасибо большое. Шериф Бей, вернемся к вам. Вот Сабина Ханум очень такой болезненный вопрос подняла, очень, наверное, актуальный для Крыма. Крым очень многонациональный, и в зависимости от того, как мы будем взаимодействовать, как мы будем работать вместе, зависит успех Крыма в целом. Вы очень много внимания этому уделяете. Вот буквально недавно у вас прошел первый региональный, да, если я не ошибаюсь, форум «Вместе». Много об этом говорили. Тем не менее, напомните задачи, которые вы перед собой ставили, и какие угрозы межнациональным взаимоотношениям вы можете видеть на сегодняшний момент. Существуют ли такие угрозы или их уже нет? Я вот начал с этого. У нас год назад на платформе двух общественных организаций НКИШАФ и РСМ образовалось новое движение, которое называется «Вместе», которое призвано объединить людей различных национальностей. И одной из главных целей – это гармонизация межнациональных отношений. В октябре месяце мы провели замечательный форум, где собрали около 70 участников разных национальностей, и представителей коренных народов, и караимов, и крымчаков, и крымских татар, русские и все другие остальные народы, были немцы. И после этого форума мы приняли резолюцию из 7 пунктов. Эта резолюция дошла до президента Российской Федерации через Искандера Белялова, который на Совете по межнациональным отношениям, который состоялся в Астрахани, зачитал ее лично президенту и передал. Там один из пунктов был, кстати, пункт о том, чтобы как бы глава Республики Крым взял и лично президент взял на контроль вопрос возвращения исторических топонимики в Крыму. Актуально. Это очень актуальный вопрос. Кстати, сегодня Искандер Белялов направил письмо в Госархив по поводу исторической справки по всем населенным пунктам Сакского района, и я направил по городу Саки. Мы готовы сегодня, общественная организация НКИШАФ, мы сегодня с Искандером Беляловым проговаривали этот вопрос, готовы на себя взять организации, именно весь регион, как пилотный сделать Сакский регион первый, то есть повесить вторые таблички с историческими названиями. Это будет говорить о полной как бы исторической реабилитации. Проблем межнационального характера, их на самом деле нет. Вот их просто нет. Они появляются тогда, когда кто-то начинает спекулировать на этой теме. Да? Делить общество. Когда начинают делить общество, ты такой, ты сякой и так далее. Когда люди начинают что-то делать совместно, они не ставят какой-то национальности, они делают общее дело. Я думаю, и у Эльдара, наверное, да, вот в вашей структуре тоже представители разных национальностей, я тоже отслеживаю, как бы представители там и армяне, и русские, и крымские татары, они тоже не делят. Да, вы имеете? Да, они тоже, я вот, Интернационал 100%. если разрешишь, я вот со своего Да, видения скажу о да. вашей организации. Да, то есть я вижу, смотрю, они садятся за столом разных национальностей, обсуждают какую-то глобальную тему, кому-то помогают. Они не ставят вопрос. То же самое делаем мы. То же Причем самое даже кому помогаем, мы не выбираем Да, национальность. то же самое делает Альберт. Создали команду «Кызылташ». Они позиционировали как крымско-татарскую, но они туда включили представителей всех, кто играет в футбол. То есть основной критерий. Поэтому, когда есть какой-то интерес, он общий интерес. Крым наш общий дом, мы это должны быстрее понять. Да? И сегодня, когда, если вспомним, раньше было, да, одна часть общества русской национальности общины занимались там ярлыками на крымских татар, крымские татары на русских. И постоянно вот это строполили. На самом деле русские общины должны заниматься возрождением русской культуры языка, крымско-татарский народ должен восстанавливать свою культуру языка. Вот и поле непаханное на самом деле, да, для работы каждой национальности в своем ключе, диаспорам и всем остальным. То есть на это надо дать акцент. И как только мы же знаем, что когда приходим в ханский дворец и проводят нам экскурсии, говорят, что на территории Крымского ханства за весь период ханства не было ни одного конфликта на межнациональной почве. Жили много народов. Абсолютно. И так оно всегда было. Пока только политики не начинают, кому-то это выгодно, кому-то нужно закинуть какую-то утку очередную, очернить кого-то, или там какую-то тему свою там продвинуть, нужно какой-то национальный конфликт. Это всегда так было, и не только в Крыму, это везде так. Но народ мудрый, вы вспомните события 2014 года, да, благодаря мудрости крымско-татарского, в том числе народа, мы сохранили Крым, мы не дали пролиться здесь крови, все вместе, и русские, и крымские татары, все вместе. Но вот именно мудрость, да, стала во главе всего. Поэтому невзирая на все колоссальные провокации, которые были и до сих пор. просто да, была машина мощная на то, чтобы здесь разорвать полуостров, пролилась кровь и пошло. Не дали, потому что народ на самом деле мудр, и народ не поддался на эту провокацию. Я думаю, у нас в плане межнациональном ключе в перспективе все хорошо. Пройдут еще 1-2 поколения, да, вырастет, и это может грань в плане чего? Многие начинают говорить, ассимиляция, там ни в коем случае. И мы не говорим об ассимиляции, мы говорим об интеграции. И иногда, когда путают ассимиляцию с интеграцией, это неправильно. Да? Интеграция – это объединение в обществе, а ассимиляция – это когда ты стираешь свою культуру, язык и все остальное. Вот на чем надо сакцентировать внимание, сохранить культуру, язык, традиции, религию и все остальное. У нас много работы. Также у русских много работы. Сегодня язык русский начинает мешаться с какими-то сленгами, какими-то непонятными. И уже русские ребята поднимают вопрос очищения русского языка. Это очень большая проблема
проблема, тем более учитывая, что грамотность из года в год падает, в том числе и у представителей русской национальности, да, вот всевозможные экзамены это демонстрируют. Но у нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Салям алейкум. Меня зовут Руслан, я из города Симферополя. В 2014 году, 17 апреля, я окончил Киевскую национальную академию внутренних дел. Вот. Учился заочно 5 лет. Ездил в Киев, сдавал сессии, все. И вот уже на протяжении года не могу устроиться никуда по своей специальности. Устраивался, пытался в МВД, только приходят письма счастья, что письма счастья приходят о том, что мне отказано, значит, в трудоустройстве в структурах, вот везде, нигде как бы меня даже не устраивают. А что говорят? Не знаю даже. А что говорят? Ну, Да, просто какая приходят, ничего не говорят. Ждите ответов, я сдаю комиссии, все подряд, и психологи, и все тоже требуется, я сдаю, ставки предоставляю. Ну, приходит потом, значит, уведомление о том, что мне отказано в трудоустройстве в органы внутренних дел. А какая специальность у вас университет заканчивали? Правоведение. Право. Там переаттестацию, может быть? Да нет. Нет, они же не предлагают. У Украины и России подписано соглашение о том, что признавать дипломы двух государств, поэтому там ограничений нет в трудоустройстве именно в самом А в чем дипломе. может быть причина? Сложно сказать, тут каждая особенность есть. Когда предоставлял дипломы об окончании, значит, просто мне говорили, чтобы я диплом перевел на русский язык, все это я, значит, нотариально переводил, по диплому никаких, значит, претензий не имеется. Дипломы все котируются, все в порядке. Но, тем не менее, приходят отказы, и все. Не, ну любому Вот отказу есть причина. Возможно, ну, насколько я понимаю, когда происходит поступление на работу в органы МВД, да, то есть там как бы прорабатывается ряд вопросов, да, и, наверное, без причины не может. Если, всегда, когда есть отказ, есть какая-то причина, да, и любой отказ нужно мотивировать, да, то есть, Отказ, вот даже приходил в отдел кадров, в один из райорганов, говорил, вот мне пришло письмо, могу узнать, по какой причине мне было отказано. Мне был только дан такой ответ. Мы имеем право вам не говорить, в чем проблема вашего отказа. Все. Хотите, говорит, устраивайтесь на следующий год, пробуйте еще раз. У меня есть решение очень хорошее в вашей ситуации. Просто как бы первое, что пришло в голову. Значит, вот сейчас начнется парламентская неделя, если я не ошибаюсь, 21 или 22 числа, да? Будет прием у Руслана Исмаиловича Бальбека. Вот, депутата Государственной Думы. Да, у меня к вам просьба. Я знаю. Да, вы придите на этот прием. Я думаю, что ваша проблема, она, искусственно создана. Вот. И я вот вам рекомендую, и я думаю, что ваш вопрос решится. И на сегодняшний день, думаю, раз я по той специальности не могу устроиться никуда, на сегодняшний день я поступил в ТНУ на факультет физвоз. Вот у меня 19 декабря начинается сессия. Думаю, может, уже физвоз закончу, может, уже под другой специальностью. Вы нам в той профессии очень нужны. Я думаю, что 5 лет не надо как бы просто забывать о них. Вы, конечно, нам и после физвоза нужны будете в футбольной команде Кызылташ. Но я думаю, что вашу первую профессию забывать о ней не надо. Тем более, я думаю, что вы осознанно поступали в это учебное заведение. Вот. И на самом деле я считаю, что вы должны эту историю довести до конца. Я вам очень рекомендую прийти на этот прием. И вот, конечно, очень хотелось бы потом от вас обратную связь получить, но я думаю, что этот вопрос будет решен. Да, спасибо большое. Ильдар Бей, для Крыма сейчас очень важно, я бы даже сказала, жизненно важно заниматься экономическим развитием, и это напрямую зависит от поддержки предпринимательства, среднего, мелкого, крупному предпринимательству, наверное, не так это актуально. Скажите, пожалуйста, вот какие методы нужно применять для того, чтобы экономическое развитие у нас шло поступательно? И, собственно, с какими проблемами сейчас ключевыми сталкиваются предприниматели, занимаясь своей деятельностью? Если взять в общем и целом, да, сегодня предпринимательство в Крыму довольно-таки продвинуто, и законодательная база, и налоговая база,
И как бы само состояние экономики сегодня позволяет спокойно говорить, что можно работать и развиваться. Ну, то есть мы-то как предприниматели видели всякое, да, то есть в своей предпринимательской жизни. На данный момент можно сказать, что идеальные условия для ведения бизнеса на сегодняшний день созданы, в частности в Крыму. Но проблемы они всегда бывают, и их решение там, мы максимально всегда подключаемся, участвуем активно в решении проблем. И, кстати, не только там, мелкого, среднего бизнеса. Вот недавно у нас был прецедент, значит, мы решали как бы, вопросы крупного инвестора, который, так скажем, уже давно работает в Крыму. Возникли у него определенные проблемы, причем ключевые проблемы. Но включились, помогли в решении. И, как правило, такие люди потом благодарны, и они готовы вместе с нами дальше нас поддерживать наши идеи, наши инициативы. Это в том числе и в рамках общественной организации «Новая формация», и вообще в рамках организации Ассоциации крымско-татарских предпринимателей. Расскажите нам поподробнее, чем занимается Ассоциация крымско-татарских предпринимателей, что конкретно делает ассоциация? Ну, на данный момент главная миссия ассоциации – это популяризация бизнеса среди крымско-татарской молодежи. Вот. Но по линии ассоциации, то, что меня касается, постоянно приезжают ребята, получают бизнес-консультации, получают как бы необходимую информацию, что необходимо для начала бизнеса, вопросы кредитования, то есть какой лучше пакет документов, какой банк получить там кредит и тому подобное. Ну и в общем, то есть, например, да, у вас есть определенный капитал начальный, какой лучше выбрать бизнес, в каком направлении лучше пойти. У нас пару-тройку ребят есть, которые, в принципе, в этом смысле более-менее уже умудренные. У меня, например, у самого бизнеса он 4 направления различных, да, то есть это и розничная торговля, это общественное питание, это недвижимость, управление недвижимостью. Ну, то есть опыт есть большой, почти 20 лет ведения бизнеса, и нам есть чем помочь, и мы помогаем. То есть ребята обращаются, мы это делаем. Ну, в рамках новой формации совместно с Юрием Радчиковичем мы занимаемся более глобальными проектами. Да, там, у нас непосредственно есть доступ к главе республики, к Сергею Валерьевичу Аксенову. Вот, и он с удовольствием подхватил нашу идею, в общем, оказывать содействие максимально предпринимательству в Крыму, привлекательность инвестиций, внедрение инноваций. Все это главой республики в полной программе поддерживается, и он сам заинтересован, как никто другой, в том, чтобы в Крыму сегодня все это расцветало и пышным цветом. Вот еще хочу отметить еще одного человека, это Руслан Сманович Бальбека, который нам тоже активно помогает. Я лично к нему обращался, был один, в общем, крупный бизнес-вопрос, и он разъяснил, помог в рамках законодательства, подсказал, подтолкнул, ну, в общем, тоже оказывал содействие, и поэтому мы, в принципе, все взаимосвязаны, и это не столько лично моего бизнеса касается, поверьте, у меня все правильно, я везде как бы стараюсь правильно вести свой бизнес, у меня вопросов не возникает. Но бывает так, что есть крупный инвестор, который не крымчанин, который находится там, может быть, даже там в Европе или еще где-то, но это его инвестиции, которые, так скажем, должны быть неприкосновенны. И нам важно, чтобы в мире знали, что Крым – это витрина. То есть Крым – это витрина, и здесь действительно есть уважение права собственности, и сюда можно спокойно реализовать крупные проекты, вкладывать и не бояться за ту работу, которая проделывается в Крым. Ведь в Крым кто вкладывает? В Крым вкладывает тот, кто хоть раз здесь был, кто увидел Крым, кто увидел его красоты, и кто полюбил этот народ, и по большому счету решил здесь оставить частичку себя. Правильно? В общем, я поэтому как бы к этому очень уважительно отношусь. И в рамках наших организаций мы эти все проекты проталкиваем, помогаем. И удачно, все нормально. В общем. Эрвин Бей, Крым открыт для инвестиций? Существуют какие-то конструктивные, принципиальные проблемы или они все решаемые? Ну, во-первых, у нас есть Министерство экономического развития, которое всесторонне поддерживает средний и малый бизнес, да, а крупный бизнес – это реализация инвестиционных проектов на территории Республики Крым. Глава республики всесторонне поддерживает развитие бизнеса, потому что именно развитие экономики и бизнеса позволит Крыму выйти на новый качественный уровень. Поэтому у нас, в принципе, никаких проблем нету, а те проблемы, которые возникают, Министерство экономического развития и правительство Республики Крым во главе главы республики. Потом будет вопросик один. Да, решают все возникшие проблемы в ручном режиме, если есть необходимость.
Я хотел узнать, вот на 2017 год у нас планируется повышение налогов, да, то есть это патент и ЕНВД, в общем, там патент в 4 раза, в принципе, это терпимо, то есть предприниматели могут выдержать. А вот то, что касается ЕНВД, площадей свыше 50 квадратных метров, применили коэффициент там, К2, если знаете, такой есть, это значит, равен, который единице. Например, если брать Краснодарский край, Краснодар, вот там 0,46, ну, то есть это коэффициент валового дохода, да, то есть из которого высчитывается ЕНВД, то есть единый налог на вменяемые доходы. Так вот я вам скажу, да, то есть берем магазин 70 квадратных метров, вот, да, то есть и там, скажем, помимо аренды выскакивает сумма ЕНВД за 3 месяца, да, это, если это торговое помещение, порядка 120 тысяч рублей, да, там даже если у тебя 2 наемных работника, можно сократить до 100 тысяч, но сумма, скажем, неподъемная, как-то возможно будет в дальнейшем рассмотреть и пересмотреть, так скажем, в сторону уменьшения конкретно этого налога? Я думаю, да, ваша общественная организация должна, вот как раз новая формация, выступить с инициативой, да, главе республики и рассмотреть возможность. Ну вот мы, в принципе, да, это хотим сделать. Да, я понял. таким путем это То есть у нас ближайший, вот, так скажем, вопрос, который мы хотели бы поднять. Сегодня только проговаривали это с Юрием Радчиковичем, даст Бог, может быть. Вообще, на самом деле, вот если подытожить, вот, ну, я выслушал всех спикеров, да, касательно бизнеса, я еще в 2014 году, когда задавали вопрос, в принципе, о бизнесе в Крыму, о его комфортном существовании, либо некомфортном, я тогда сказал, что отличие, собственно говоря, бизнеса по-украински, бизнеса по-российски в том, что в российском предпринимательстве и бизнесе есть правила игры. Да, если каждый из нас предприниматель, да, и в прошлом как бы имел разные кажется, отношения. касается не только предпринимательской деятельности, Да, вообще есть, всех сфер. Да, но да. Тогда было как? Тогда ты мог заниматься бизнесом, сколько угодно преуспевать, но в какой-то момент ты мог случайно у себя в предприятии увидеть нового партнера, навязанного тебе, или еще какие-нибудь истории. Да? Таких ну или налогового много, инспектора, который Сегодня есть правила игры. Сегодня ты знаешь, что ты платишь эти налоги, оформляешь такие документы, ведешь такую деятельность, и у тебя все ровно, спокойно, и ты можешь заниматься своим бизнесом, да, его развивать. Что касается отношения государственной власти, я здесь действительно хотел бы подтвердить слова всех ребят относительно того, что республиканские власти очень щепетильно относятся, в принципе, к предпринимателям. Это видно абсолютно во всех регионах, как и на уровне республики, так и на уровне муниципалитетов. Все всесторонне пытаются поддерживать предпринимателей, потому что это, собственно говоря, люди, которые платят налоги, да, формируют бюджеты и так далее. Вот, пытаются всячески их оберегать, создавать им комфортные условия для того, чтобы они занимались бизнесом, соответственно, развивались. И есть там направления приоритетные, да, есть такие как курорты, туризм и так далее, к чему относятся особенно щепетильно и с особенным вниманием. Да, создается огромное количество, на самом деле, насколько я знаю, есть огромное количество проектов, которые будут реализовываться, в том числе и касательно туристической сферы, которая будет развиваться в Крыму и так далее. Вот. И я думаю, что благодаря всем специальным условиям, созданным в Крыму относительно бизнеса, да, и экономического развития, так или иначе, они созданы достаточно комфортными и дают возможность сегодня развивать каждому свое направление бизнеса, и в том числе развивать Крым в целом. Да, и я думаю, что сегодня, конечно, не все, может быть, уверены в том, что сегодня хотели бы здесь иметь свой бизнес, ну, я имею в виду из крупных российских компаний или международных компаний, ну, в силу определенных обстоятельств, но, тем не менее, самые смелые уже здесь, и я думаю, что с каждым днем те, кто еще сомневались вчера, завтра будут приходить в Крым, инвестировать деньги, заниматься здесь бизнесом и развивать полуостров. А мы будем бороться, чтобы санкции снялись рано или поздно. Вот, кстати, насколько санкции вообще ощутимы? Ну, я вам скажу, если брать для крымчан, то санкции это хорошо на самом деле, потому что это отсутствие конкуренции, отсутствие акул, которые завтра могут поглощать более мелких предпринимателей. Сегодня у нас есть прекрасный шанс развиваться самим, встать на ноги и, может быть, уже открывать свои представительства в России. Вот, кстати, вот
я сделаю ремарочку небольшую, да, вот возвращаясь к вашему самому первому вопросу, что там нас на той стороне призывали там это, там, бойкотировать то, бойкотировать это. Я хочу сказать, вот мы за 23 года, пока, ну, так скажем, были в составе Украины, есть хоть один крупный крымско-татарский предприниматель, который был бы на всеукраинском тогда уровне? Я такой фамилии не знаю, к сожалению. Сегодня сколько казанских татар в России, которые там крупные бизнесмены, предприниматели. То есть тут я, кстати, вот 100% вам скажу, что нету абсолютно признания там по национальному признаку. Нас в Украине держали в узде. То есть нам не давали развиваться финансово. Нам не нужны были в нашем обществе свободные люди, имеющие капитал. Не нужны были, потому что Там они могли в любой момент перейти схема, дорогу. которая была завязана лично на Мустафе Джемилеве, и все Ну да. предприниматели. Тогда было Единственное- просто очень выгодно, чтобы народ был представлен страдающим, Да, учащимся. да, Никто да. не хотел, И есть чтобы кто-то, жизнь кто народа ходит с улучшалась. протянутой постоянной рукой, выпрашивает, а дайте, дайте. Понятное дело, что лично я и моя семья тех денег, которые приходили в свое время в Крым, там, по линии международных только вы. организаций. Весь крымско-татарский я не знаю, народ никто этих ничего денег не видел. Я знаю точно, что торговали участками, везде стояли на самозахватах, стояли активисты, получали откаты. Значит, если поля, которые не относились к ним, под их руководству самозахват, они устраивали им там это разборки, дискредитировали их полностью, забирали их поля. Ну, то есть, я просто к чему говорю, торговали народом. Сейчас у нас есть возможность уйти от этого, и все. И то, что касается санкций, скажу, да, у нас есть время. Мы будем развиваться, но с санкциями будем бороться, потому что экономика сегодня глобальная, и нам в нее тоже нужно. То есть, есть определенные, да, моменты, которые хотелось бы здесь тоже в Крыму увидеть. Я Это думаю, не вопрос. Да, ну, где-то можно согласиться, но где-то есть момент к спору, да. На самом деле бороться ни с чем не надо, да, то есть не надо на это тратить время. Нужно заниматься своим любимым делом, заниматься мы это и любимым делаем. бизнесом, да, процветать, показывать, что у нас это получается. И действительно, санкции в очень многих направлениях сыграли на самом деле положительную роль, да, то есть мы достаточно четко сориентировали местного производителя, да, то есть мы увидели, что они у нас есть. Мы смогли заменить многие продукты, которые ранее мы покупали гораздо дороже, да, вот там какие-то импортные сорта мяса, которые приходили. Мы научились сегодня выращивать Делать такую сами. говядину, из которой мы делаем стейк не хуже, чем в Италии, на секундочку. Такого вообще никогда не сыры? было. И сегодня Какие я вам сыры хочу мы сказать, делаем? что Кстати, да. в Москве сегодня, допустим, найти местное мясо, из которого делали стейк, вы не найдете, а в Крыму оно есть. В Крыму есть сыры. Сегодня, приходя в ресторан, допустим, да, кто-то говорит, уже не хочет кушать какие-то там дорблю или там камамберы и так далее. Говорят, слушайте, дайте нам тарелку крымских сыров, да, нашу крымскую брынзу, какие-то, да, там и так далее. Те сыры, которые делают здесь. И сегодня, на самом деле, потребитель действительно хочет покупать крымское. Он хочет прийти и увидеть те продукты, которые он понимает, что выращены здесь, да, понимает, что они экологически чистые, качественные, да. И сегодня мы действительно смогли местного производителя, да, связывать со словом качество, потому что действительно научились делать очень интересные вещи. И вот санкции в этом вопросе как раз явились положительным моментом. Есть какие-то отрицательные моменты, безусловно, как бы, да, но тем не менее, таких, которые могли бы сегодня нарушить комфорт жизни для крымчанина, ну, я таких санкции не мы знаю. не чувствуем, Ну, да. то есть мы их реально, крымчане, мы их не чувствуем. Поэтому бороться с ними не надо, не тратьте на это время. Развивайтесь, мы вас... Раньше везде- был Макдональдс, теперь есть Сабургер, там, то есть много различных, да, там Национальная автокафе. кухня, да? Ну, национальные кухни то само собой развиваются. Они, в принципе, при любых обстоятельствах, это такая кухня, которая при любых обстоятельствах, санкциями, без санкций она бы развивалась. Но вы, где покушать бургер, извините, сегодня не проблема. Сегодня город забит этим. И по качеству, на мой взгляд. Да, но мы вам настоятельно не рекомендуем, уважаемые телезрители. Есть так как это бургеры, вредно. да, есть замечательная крымско-татарская кухня, которая является Ну очень да. здоровой. Вот, Сбалансированной. обязательно нужно... И русская, и Да, русская. русская, любая, но мы сейчас говорим, ну, в этом Ну, у меня и контексте, та, и да? другая просто. я Нет, так. мы сейчас не рекламируем ваши рестораны. Вот. Поэтому я думаю, что я вам хочу сказать, что по скорости приготовления, вот во многих ресторанах, кафе Крыма, ну, я вот, к сожалению, имел несколько раз неосторожность побывать вот уже в современных фастфудах. Так вот, я вам хочу сказать, что есть огромное количество заведений крымско-татарской кухни, где подают гораздо быстрее, чем бургер вам приготовят в любом каком-нибудь подобии Макдональдса, да? Поэтому я считаю, что бургеры как раз есть не надо, и я не советую. Ну, а вот желающих питаться бывает, качественной пищей, любой национальной кухни, да, ну, как бы возьмем крымское. назовем, Поддерживаем да? национальных Да. Да, производителей. это гораздо полезнее и питательнее, и вкуснее. Спасибо большое. Сабина,
Еще одна такая щепетильная тема – это медицина. Вы у нас студентка и будущий медик. Скажите, пожалуйста, какие условия создаются для будущих медиков, а точнее для их трудоустройства? Вот сегодня говорили уже об этом, давайте вот специфику именно медицинскую затронем. И как работает программа, на что она ориентирована, «Земской доктор»? В Республике Крым уже давно, вот с 2015 года, разработана программа. Инициатором была депутат Госсовета Рубель Анна Дмитриевна. По этой программе молодой специалист, который направляется на работу в сельскую местность, получает 1 миллион рублей. Деньги тут же переходят ему на карточку, но при этом он должен отработать 5 лет. Я считаю, что это прекрасная возможность трудоустроиться молодым специалистам, потому что даже если они захотят где-то в столице или в крупном городе устроиться в какой-нибудь центр, у них попросят стаж работы. Без стажа работы сейчас очень трудно трудоустроиться. В этом году беспрецедентный случай, когда в перечень сельских населений был еще включен и поселки городского типа. Это значительно расширяет круг специалистов, потому что такие районные больницы, как Кировская, Раздольнинская, Ленинская, они находятся в поселках городского типа. То есть мы можем привлечь туда узких специалистов, таких как офтальмологов, хирургов, эндокринологов. Это действительно дефицит тех специалистов, который ощущается в сельской местности. Также по закону Республики Крым номер 66 доктор, который отправился на работу в сельскую местность, он имеет право получить земельный участок. Но на сегодняшний день это, к сожалению, приостановлено, потому что не все сельские поселения оформили землю по российскому законодательству. Также в Крыму в этом году наши ребята, выпускники по целевым направлениям, отправились на обучение в научно-исследовательские центры в Москву, в Санкт-Петербург. А это значит, что скоро они отучатся и вернутся высококвалифицированными специалистами, что значительно повысит уровень оказания медицинских услуг. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Давай. Алло, да, слушаем вас. Алло, Ириночка. Да. Алло. Слушаем вас, говорите, Меня пожалуйста. слышно? Слышно хорошо. И да, я же вроде как однажды обратился в начале передачи по поводу того, что молодежь не может устроиться по трудовому, как говорится, своему, по трудовой книжке, чтобы заработать что-нибудь на пенсии. Я с поселка Приморского, города Феодосии, рядом с заводом «Море». Живем уже здесь 25 лет. Сам я 10 лет отработал. Потом, как говорится, эта история не обязательна. Просто вот почему 99,9% на производстве. В общем, наш брат уже здесь тоже 300 семей татар. Кто базаром, кто чем. Но почему так трудно наших ребят устроить? Однажды чудом устроил, поработали, потом вот это вот веселое началось, значит, и так далее. Контрактная основа, и так далее. Потом опять завод стал спотыкаться. Сейчас вроде бы как... Если у вас хоть какая-то компетентность есть, ради бога, я вот только в этом смысле. Хорошо. И что касаемо, мне понравилось, как Ильдар сказал, по поводу участков, по поводу... Татары всегда умели в любой ситуации выходить из положения. Но если бы еще не было того, что завтра будут стареть, если до старости доживут, на что ему упираться или опираться? Вот в чем проблема. Только лишь вот это и все. А так в основном Аллах шкур карабкается, старается, что-то получается. Так что давайте поймите меня правильно. Да, Шерифбей уже откомментировал ваш вопрос. Знаете, что мне нравится? То, что наш народ всегда на позитиве. Да? Вот, человек говорит, что все нормально, есть проблема, да, ее надо решить. И вот зайди в любую сейчас крымскую семью, да, каким-нибудь дедушка, бабушка, у них там сразу чай, кофе, гостеприимство, улыбки на лице, там чуть-чуть пообсуждали какие-то мировые новости, и все на позитиве. Так в каждой семье это очень радует, что народ действительно, бизнес у нас на позитиве, медицина тоже есть перспектива, ученые. Если нам строить и жить помогает. Все в принципе, неплохо, есть проблемы, но опять-таки их нужно решать. К сожалению, да, вот этот вопрос с трудоустройством. Вот Альберт правильно сказал, да, есть два каких-то параллельных мира, то есть работодатели и ищущих работу, да. Действительно, и те нуждаются, но не могут себя найти.
Здесь нужно более активно работать с центрами занятости, это раз. Кстати, многие недооценивают эти службы, они очень хорошо работают. И скажу, пользуясь эфиром, что у них есть программы, может, Эльдар тоже знает, поддержка, то есть до 100 тысяч рублей они выделяют на какие-то проекты, бизнес-план предоставляешь, регистрируешься как индивидуальный предприниматель, и тебе дают там 98 тысяч на какой-то твой маленький небольшой проект. Это как одна из программ, вот, которые есть в центрах занятости. И куча других направлений, просто нужно вот интересоваться, ходить, не быть пассивным. Самое главное, вот я хотел бы всем соотечественникам сказать, да, не нужно быть диванными критиками, да, лежать на диване, все плохо, всех осуждать и обсуждать. Поднимайте свои тела с диванов, идите и как бы, принесите пользу себе, прежде всего, своей семье и народу в целом. Да, если есть проблемы в трудоустройстве, связанные там с национальностью или там еще с чем-то, эти моменты надо разбирать, осуждать и наказывать тех людей, которые препятствуют трудоустройству наших соотечественников по национальному признаку, если это есть. Если этого нету, то просто надо разобраться, Ирина правильно сказала, надо разобраться, в чем проблема. Шериф Бей, спасибо большое. У нас телефонный звонок. Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Селям алейкум. Алейкум селям. Можно говорить? Можно, говорите, конечно. Ну вот очень большая гордость, что у нас уровень самосознания молодежи такой высокий, такие специалисты появились. Ну и вот, живя на периферии, хочется узнать, работают ли в этом направлении, существуют ли какие-то программы, ну там рычаги, механизмы воздействия, чтобы поднять активность молодежи на периферии. Потому что в Симферополе жизнь кипит всегда, не знаю, это, как говорится, горды этим. Ну это что вот периферия? Есть ли какие-то наработки в этом направлении? Да, представьтесь, пожалуйста, мы не услышали ваше имя. Эльмира. Да, хорошо. Город Керчь. Город Керчь. Что касается периферии, да? Ну, не совсем Керчь, периферии-то. Да. На самом деле, мне кажется, Керчь сегодня самый живой город у нас в Крыму. Крым начинается сегодня с Керчи. Ворота Крыма. Да, это ворота Крыма. Я думаю, что в дальнейшем уже с появлением моста это вообще станет действительно первый город, с которым будут знакомиться все, въезжая туда. Вот. На самом деле проблемы в периферии, они, наверное, существуют. Действительно, наверное, предлагаемое количество рабочих мест гораздо ниже, наверное, чем в больших городах. Вот. Я думаю, что не хочу, конечно, никак быть неправильно, чтобы меня поняли, но тем не менее, я думаю, что этот вопрос ближе как раз шерифу. Вот. Это не Симферополь, это город Саки, и как решаются, да, там проблемы. Я принимаю эстафету от Альберта, я живу как бы, ну это проблема урбанизации, да, городов. В Керчи, кстати, есть хороший заместитель главы администрации Лявер Мельгазиев, можете к нему обратиться, он всегда охотно помогает жителям города Керчи, это раз. Во-вторых, я думаю, вот есть вот такие площадки, организации, как вот Эльдара, новая формация, да, они активно привлекают, пропагандируют бизнес, учат, обучают, можно себя попробовать в бизнесе. Можно себя попробовать в каких-то программах, я думаю, вот Эрвин может тоже сказать, да, раз мы уже переадресованы друг на друга. Какие-то программы Министерства экономики, наверное, тоже разрабатывает, поднятие села, наверное, да. Естественно. Я думаю, это все есть, просто надо вот уметь пользоваться, как бы, да, вот той информацией, которая где-то она есть, ее просто нужно взять, да, там в интернете от знакомого услышать. Ну, конечно, вот видите, 4-5 звонков, да, и все по трудоустройству, да, в основном, да. Молодежи, то есть, действительно, это, значит, это сегодня актуально. Хотя вот по себе, да, скажу, у меня сегодня вот в моей сфере есть потребность в специалистах, в юристах, в бухгалтерах, в экономистах, в людях, разбирающихся в закупках. Послушайте, наши университеты пачками выпускают и юристов, и экономистов. Ирина, все правильно. Вот смотрите, мы открыли крымско-татарскую группу, да, с крымско-татарским языком воспитания в детском саду. Вопрос, где специалист, нету специалиста-воспитателя. Запрос сделали в КИПУ, запрос сделали в КФУ, пока нет специалиста. То есть мы ищем. Год выпускаем. Вот я сегодня обращаюсь, да, к сакчанам, которые живут в городе Саки, Сакском районе. Нам нужны воспитателя, учителя крымско-татарского языка. Мы на следующий год открываем класс с крымско-татарским языком обучения. Нам нужны экономисты, юристы, врачи сегодня как бы популярны в нашем, то, что касается нашего города, я говорю. Я думаю, что на самом деле примерно рабочие, ну, вот, спрос и предложение рабочей силы, оно где-то совпадает. Просто вот, как Альберт хорошо заметил, надо ее просто как-то найти, уметь найти вот этот. Да, поэтому я вот и говорил, что нужно не стесняться и заявлять о себе, да, то есть находить вакансии, отправлять туда резюме, да, то есть чувствуя в себе силу, уверенность, приходить и доказывать, что вы это можете. Я вам хочу сказать, что вот по САКам такая ситуация. В Ялте огромный дефицит, на самом деле,
вот абсолютно по всем профессиям. Надо понимать, что курортные города, да, приморские, они так или иначе имеют свой менталитет, да. И всегда так получалось, что во всех приморских городах приезжали люди откуда-то и там работали. Ну, так повелось. И сегодня нет уже того потока, который был раньше, да, и сегодня приходится работать за счет местных ресурсов, которые там есть. Это не всегда может быть компетентно, иногда очень дорогие и так далее, но тем не менее всегда есть потребность в людях в абсолютно разных профессиях. Ну, в том числе, как бы вот касательно того, что, вот, допустим, берем профессию юрист, да, юристов, мне кажется, столько выпустили юристов просто в Крыму, тьма. что, мне кажется, каждый пятый здесь юрист. Но, тем не менее, вот я могу сказать по своему предприятию, да, ищем юриста на протяжении последних 2 лет с хорошим финансовым предложением, ищем, находим, через неделю прощаемся, находим, через месяц прощаемся. И нет юриста, а Низкая юристов компетенция? огромное количество, да? Альберт Бей, это низкая компетенция? Низкая Нет подготовка? юристов. Ну, то есть, Ну что как, такое они юрист? есть. Да? То есть, я когда-то с одним юристом спорил и говорил, что на юриста учиться не нужно. Да? То есть, достаточно иметь правильную, хорошую логику, да, и условно там какой-нибудь кодекс, там, уголовный или какой-нибудь там еще, чтобы, для того, чтобы можно было прочитать те или иные законы. Вот. Действительно, существует огромный дефицит вот в органах государственной власти, да, то есть вот в Сакской районной администрации, городской администрации, да, и так далее, на уровне муниципалитетов, да, вот та же самая проблема на уровне Ялтинского городского совета. Есть такие же проблемы с такими же юристами и другими профессиями. Поэтому, если вы где-то есть, но мы о вас не знаем, да, то есть я думаю, что вот преподаватели крымско-татарского языка, юристы, экономисты, если вы где-то существуете и действительно вы профессионалы в своем деле, действительно вы грамотны, находите нас как-то, я не знаю, мы ищем вас, вы нас, мы друг друга просто не находим. Альберт сказал, не обязательно вот даже профессионалы. Вот, ну, юристов я не касаюсь, сейчас, допустим, учителя крымско-татарского языка. Главное, чтобы желание работать было, да, вот именно хотеть что-то сделать. А научиться, в принципе, работе, ты правильно сказал, юристам там, ну, можно научиться всему. Поэтому главное желание работать. Я вот призываю всех, приглашаю всех, вот приходите с резюме, готов то, что в рамках моих полномочий в городе Саки принимать на те вакансии, которые сегодня есть, и я уже их озвучил, поэтому с удовольствием примем всех крымчан, желающих работать. Вот и все. Можно освоить у нас собственное телефон- какое-то да, ремесло. Сейчас, секундочку, да? у нас телефонный звонок, давайте выслушаем нашего телезрителя. Алло, слушаем вас. Алло, говорите. Как вас зовут? Алейкум селям. Как вас зовут и откуда вы? Меня Адам Шевкет. И я хотел задать такой вопрос. Про Земского доктора говорили очень много, и всем понятно. А вот сейчас развивает культуру, спортплощадки, везде делают, это хорошо. А вот поддержка молодым специалистам, курсоработникам. Ну, какая поддержка? Каким работникам, еще раз, Шевкет Ага, каким работникам? Культурным, да? Которые работают, Культурные клубы работают, художественная самодеятельность, театр организовывает. Вот для них есть возможности вот этот... А вы какой регион представляете? Шевкет Ага, вы откуда? Какой регион представляете? Кировский район. Кировский район. Исполнительная власть, как вы прокомментируете? Ну, вот опять же вопрос, да, то есть я, к сожалению, не знаю специфику того региона, да, могу сказать по Ялте, да. Значит, в Ялте, в принципе, идет поддержка, да, направления культуры как такового, да, то есть поддерживается возникновение, развитие, существование огромного количества коллективов. Вот. Я когда-то задал вопрос касательно крымско-татарских коллективов, в принципе, да, то есть я все время провожу аналогию, я вырос в Черноморском районе в селе Межводное. Ну, как бы я там учился в школе и потом уже дальше переехал в Симферополь. Так вот, я вот проводил всегда такую аналогию, да, то есть я взял количество крымско-татарских коллективов, ну, художественных, да, в Ялте. Говорю, сколько здесь? 2, да, на всю территорию Большой Ялты. Я помню, у нас в Межводном только вокальных ансамблей было 3-4 хореографических коллектива и так далее. То есть, ну, вот как бы просто разница какая-то, да. И на самом деле существует сегодня и на уровне муниципалитета программы, да, там по развитию, в том числе и при поддержке, по поддержке культуры и так далее. Вот. И я думаю, что на уровне республиканской власти, я думаю, что существуют программы также, которые
собственно, ориентированы на то, чтобы поддерживать культуру. Я думаю, что вот как раз представители республиканской власти, я думаю, что смогут прокомментировать это еще точнее. Вот. А что касается регионов, то я уверен, что городские администрации, муниципалитеты, районные администрации должны всячески поддерживать развитие. Ну, я не знаю просто о каком вот художественном коллективе в данном разрезе идет речь, да, но тем не менее... В Кировском районе они вообще есть? Есть, естественно. Есть, да, есть. Ну, хотел сказать про желание. Вот шериф очень хорошо говорил про желание, да, и этой культуры, и любой жизнедеятельности касается. Вот желание. Я по совместительству являюсь преподавателем в Крымском инженерно-педагогическом университете. По моей инициативе Министерство внутренней политики заключило договор с университетом о прохождении практики магистров и бакалавров. 4 человека ежегодно могут проходить практику в министерстве и по итогу или приняты быть на работу, или получить рекомендательное письмо для дальнейшего трудоустройства. Но, что хочу сказать, студенты не имеют такого желания работать в органах государственной власти. Вот я им объясняю перспективы, дальнейшее развитие. Да? Ну, почему-то не все студенты хотят работать в органах, проходить практику. Да? Они все сразу хотят прийти на работу, трудоустроиться и получать зарплату. Да, то есть никто стажироваться, получать новые знания, навыки, никто не хочет. Все сразу хотят прийти, получить зарплату и желательно побольше. Это же вопрос поступательного развития. Естественно, правда, да. Все не сваливается сразу. И немногие, молодежь не вся это понимает, что постепенное развитие приведет к успеху. Да? То есть в свое время, например, я опять же на личном примере могу сказать, я полгода стажировался в Министерстве экономического развития. Но потом они сами выступили с инициативой, сами мне позвонили, сказали, приходите, пожалуйста, мы с удовольствием примем вас на работу и хотим видеть вас сотрудником Министерства экономического развития. То есть только вот получение новых знаний, навыков, прохождение стажировок, практики, образования может привести... Ну, вопрос был про поддержку, да, именно культуры, да, то есть про развитие культуры. Альберт, иначе мы не успеем обсудить вашу любимую тему футбола. Да, поэтому нет, я на самом деле хочу сказать одно, что сегодня республиканское руководство очень четко ориентировано и очень под пристальным вниманием и контролем держит вопросы бездействия власти в регионах. Поэтому если существуют какие-то проблемы, да, в регионах, где не исполняются те или иные законодательные акты или вещи какие-то, или там вот какие-то программы, да, в том числе и поддержки культуры и так далее, я думаю, что нужно не стесняться, нужно выходить, да, выходить на те площадки, где это можно обсуждать и добиваться той цели, которая у вас есть. Тем более, что сегодня климат в этом плане в Крыму очень положительный, да, то есть я думаю, что в Кировском районе после выхода этой передачи, я думаю, что компетентные люди, услышав сегодняшнее мнение, да, и мнение молодых крымстатарских экспертов, как называет наша ведущая сегодня нас в течение вечера, вот, я думаю, что задумаются, и я думаю, что в Кировском районе будет хорошая поддержка культуры и всех творческих коллективов. Да, у нас заключительный на сегодня телефонный звонок. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, селям алейкум. Говорите, пожалуйста. Алло, меня слышно, да? Слышно, слышно. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы? Здоровья, город Керчь. Керчь сегодня активный. Аккаунт на Ютубе Вадим Теплов и аккаунт Керчь Идея. У меня вопрос, почему пассивная полностью молодежь в городе Керчь? На момент приезда Путина в городе Керчь не было дорог, были сплошные ямы. Потребовался личный приказ Путина, который это увидел. А молодежь почему в соцсетях не выкладывала? Почему никак не реагирует? В городе Керчь, вдумайтесь, это бред просто. Центр города, угол администрации Кирова 17 и улица Пролетарская. Полностью разбитый тротуар, полностью до конца. Плевать абсолютно администрации. Кстати, там стоял кортеж Путина, это буквально от того места, где он стоял, еще пройти 30 метров. Вот, в городе Керчь, при всей власти, у меня 2 письменных ответа от главы администрации города Керчь. От одного, это от второго. Отписали от предыдущего. На улице Еременко, остановка стадион 50 лет октября.
Центр города, дорога до ЖД вокзал. С одной стороны, Да, это все, спасибо большое. павильона. Мы поняли ваш вопрос. Да, Сабина, вы хотите ответить? Да, в городе Симферополе молодежь активно принимает участие в мониторинге. Также есть программа «Урбания», которая всегда контролируется городскими органами власти. И наша молодежь активно подключается и всегда готова оказать поддержку городской. В Керчи тоже у нас есть ребята активные, поэтому я думаю, если городская власть обратится к активистам молодой гвардии, ребята не будут против промониторить все улицы, вот вышесказанные, которые с вашими проблемами. Кстати, следующий год в Российской Федерации год экологии, поэтому это очень актуально. Вот, на самом деле, я насколько знаю, я думаю, что осталось совсем немного времени. Я думаю, что 2-3 года, я не помню точно по датам и срокам окончания всех ремонтных работ, когда все дороги абсолютно в Крыму, да, будут сделаны, будут отремонтированы, либо созданы вновь. Вот, на самом деле, все мы этого ждем, потому что есть проблемы с дорогами везде, и в Симферополе. Это общефедеральная проблема. Да, дорог делается в Крыму. Делается огромное количество дорог, есть очень много обсуждений по этому поводу, но тем не менее есть работа, она видна. Вот, и, по крайней мере, можно быть уверенным на 100%, что в Крыму в ближайшее время будут везде хорошие дороги, везде будет газ, и это гарантированно. И будет мост, по которому к нам приедут все в гости. А вода? Вода будет само собой. И в местах компактного проживания тоже, Да. в том числе. Значит, что-то я хотел вот такую интересную тему затронуть. Вы сказали про интересную тему. Поговорим об этом? Да, к сожалению, Нет не у нас успеваем мы времени? сегодня обсудить. 2 минуты можно, это же очень важно. Да, давайте просто коротко. Нужно сказать, что у нас создано, очень много внимания уделяется футболу, да, создана футбольный клуб «Кызылташ» и сборная Крыма. Я думаю, что Эльдар Бей просто в 2 предложениях скажет. Пожалуйста, Эльдар. Ну, во-первых, я хочу сказать, что впервые был создан первый крымстарский футбольный клуб «Кызылташ», который на сегодняшний день входит 3 команды. Да, это команда, которая участвует в чемпионате Крыма, которая участвует в чемпионате Ялты и которая участвует в чемпионате Ялты по мини-футболу. Сегодня мы закончили первый круг, спешу с вами поделиться новостями. Значит, мы закончили первый круг чемпионата Крыма среди любительских мужских команд. К сожалению, в силу, наверное, дебюта и небольшого достаточно опыта, мы не заняли, конечно, какие-то, может быть, там супер лидирующие позиции, но тем не менее мы смогли занять достойное 6-е место, мы смогли сделать нашу игру интересной как с позиции обычного зрителя, так и с позиции профессионалов, потому что многие профессионалы футбольные действительно высказываются в отношении «Кызылташа» как команды, которая создает очень интересную игру. Мы готовимся к 2-му кругу, который начнется весной, и мы очень надеемся, что мы все-таки сможем завершить этот год в 3 победителей. Да, спасибо, Альберт Бей. Стоит сказать, что еще существует сборная Крыма по футболу. У нас совершенно нет времени о ней поговорить, но обязательно вернемся к этой теме. Огромные усилия приложила новая формация, да, в создании... Да, то есть был призыв, в общем, главы правительства Аксенова Сергея Валерьевича как бы оказать помощь сборной, национальной крымской сборной. Вот. И мы откликнулись, предпринимательское сообщество в лице новой формации. Был подписан меморандум и была оказана помощь на приобретение формы спортивной, на финансовую помощь, на сборы. В общем, я считаю, что это одно из, так скажем, форм взаимодействия, продуктивного взаимодействия. Я, насколько знаю, что Сергей Валерьевич выбил еще финансирование с аэропорта на уровне 18 миллионов, так что все будет нормально с нашими командами. И, кстати, отдельно еще с Альбертом у нас пока это большой секрет, но мы обсуждаем то, чтобы хотим сделать «Кызылташ» нашей витриной крымско-татарского народа, нашу национальную крымско-татарскую команду. Да, желаем вам удачи в этом. На протяжении всего нашего эфира шло телефонное голосование. Достаточно ли активна крымско-татарская молодежь в политической жизни Крыма? Да, 2048, нет, 726. Ну что, крымские татары обладают огромным, колоссальным потенциалом, и мы готовы его реализовывать на пользу Крыма, нашей нации и страны в целом. Безусловно, основываться будем на заветах нашего старшего поколения, поэтому все решения принимаем в соответствии с нашей совестью и разумом. И, конечно, двигаться нужно вперед, только вперед. До встречи в следующий четверг.